Мен bir neçe жағдайға угармандардын, көрөрмандардын көңүлүн бургум келет. 90-жылы Союз тарагандан кийин адамзаттын тарыхында болбогон мүлк таламай болгон. Ал массалык приватизация деп аталган. Чоң Советтик империянын бардык мал мүлкү кыска убакыттын ичинде ошол кездеги мыйзамдарга ылайык элге таратылып берилди. Көп адамдар эмне болуп атканын аңдап билбей калган. Ошон үчүн ошол кездеги премьер-министр Чыңгышев приватизацияга акылы жоктор жана жалпоолор гана катышкан жок деп жарыялады. Бирок кийин адамдар эмне үчүн мага тийбей калды, эмне үчүн башка адам ушунча байлыктын ээси болуп калды, миллиардер болду деп ичинен нааразы болуп келе жаткан. Пандемия, коронавирус бүткүл дүйнөнүн жетекчилерин, адамдардын көнүмүш болуп калган жагдайларга башкача көз караш менен караганга, башкача баа бергенге шарт түздү. Элдер карап, чын эле мындай болбош керек эле го. Дүйнөлүк тартип, мамлекет ичиндеги тартип башкача болуш керек деген жагдай түздү. Бүгүнкү сыймыктын феномени жөн эле эч кимге белгисиз мурунку прокуратуранын кызматкеринин артынан 10 миң деген, 100 миң адам деген адамдар виртуалдык талаада ээрчип, анын аскери болуп атпайбы? Бул кайдан келип чыкты? Анткени эл ошону талап кылып турган, эл ошону каалап турган. Чоң Азаттын балдары ошол сыймык элдин көңүлүнө жете турган, алардын оюндагы ойду айтты. Сегодня, можно сказать, это наша... Жумалиев deyildi, монт кармабаңыз. Мындай Жумалиевке окшош бойло коеюн. Жумалиев монт отпой, баке. Сен тада азыр Несиге көрсөң. Эме? Урматтуу достор, мен азыр монт отпой. Мындай кармагыла. Азыр деген бул эфирде мен жабайын, азыр кайран сыймык. Сиздикинен да кете берсин. Тада мен орусчасына сүйлөйм тигимелер. Почему? Анда мындай кармагылачы. Достор, блокировать етіп өтеді. Қайра блокировать етеді. Лайк басып, қолдап тұрғыла, достор. Мына. Репост жасай. Орысшасына айтыңыз. Здравствуйте, уважаемые друзья, наши сподвижники, наши те, которые слушают, друзья, подписчики, партийцы, которые вступают в наши ряды. Это большая вам благодарность. Зачем мен сүйлөйүн да тогда? Большая благодарность всем, кто вы нас поддерживаете. Сегодня причиной нашего сбора получилась, конечно, с утра была такая неприятная весть, когда Азаттык где-то выпустил, потом уже 24-ка подтвердила, что в отношении Сыймыка, нашего партийца, нашего соолидера, можно сказать, даже не можно, нужно сказать, потому что в начале, в истоках этой создания нашего объединения это стоял именно Сыймык. Потому что именно Сыймык меня мы были знакомы с Максатом, но он ближе нас свел ради того, чтобы ради одного интереса, чтобы мы все-таки сделали какую-то лепту в возрождении нашего кыргызского нового, чтобы мы помогли все-таки государству сделать так, чтобы наши дети, наше будущее все-таки выросло уже более в лучших, хороших условиях. Это предыстория, которая была. Потом уже Сыймык нас объединил, мы приступили, потом к нам присоединился Жаркынбек Орузбекович. Присоединился Жаркынбек Орузбекович, к нам присоединился. И после того мы все объединились. Мы все стали думать, собрались, и все как бы пошло своим чередом. Но на сегодняшний день ситуация получилась такая интересная. Утром Сыймык, мы, как я до этого сказал, возбудили уголовное, не возбудили уголовное дело, начали досудебное следственное производство по заявлению самого господина Джумалиева по статье якобы призыв к тому, чтобы он пошел и
призывал людей для того, чтобы... Как? Насильственным. Ну, это да, насильственным действием. То есть, по-моему, по 264 часть 4, по-моему, часть 3, по-моему, там была, по вот этому эпизоду. Но сама сущность и интересность того, написал Джумалиев. Кто такой Джумалиев? Вот поверьте, вот я юрист, здесь Марсат Мамутканов был как бы экс-сотрудник ГКНБ, Сыймык юрист. Мы же не такие дурные, чтобы, если мы против Джумалиева идем, да, как бы, это же акулы, это олигарх, да, вот представляете, первая дорога, которая строилась, Даша, это практически он тогда был министром транспорта. Это Акаевский проект был, как эти Митсубиси уходили. Кстати говоря, уважаемый товарищ Джумалиев, я вам передаю привет, там по Митсубиси тоже вопрос возникнет, вы были тогда, по-моему, министром транспорта, потом Сатыбалдиев за вас пришел и эти автобусы ушли. Но это не к этому делу. Самое интересное в том, что вы подали заявление и зарегистрировали в ЕРПП. Молодцы. Поверьте нам, мы этого ждали. Мы не хотели превратить, сейчас блатной мир же есть, такой блатной мир или еще какой-то мир, в котором говорят, терпила. Привет. Вот так вот можно сказать, да? Терпила, да? Дело в том, что в любом, как бы, чтобы как бы ни было, дело 264, часть 3, мы были готовы к этому. На каждое наше слово, на каждую нашу публикацию, на каждое слово Сыймыка на своей кухне мы имеем документ, который мы ждали, когда же вы все-таки нас спровоцируете. Спасибо вам, господин Джумалиев, вы все-таки оправдали наше доверие. Мы ждали, а теперь мы будем с вами в правовом русле. С вами там что-то, нам это не надо, в правовом русле. Вот это я еще раз повторю. Но здесь хотелось бы отметить еще то, что еще один вариант, что финансовая полиция сегодня возбудила уголовное дело по 2 статьям. Это незаконное обогащение и, по-моему, и второй там во время этого, я что-то хорошо быстренько так посмотрел, но по 2 статьям. Но самое интересное в том, что санкция по возбуждению, будучи примерно. Но самое интересное в том, что санкция этих статей против Джумалиева, она в 2 раза больше санкций даже с Крымом. И назначенная лингвистическая экспертиза, я понимаю, назначенная лингвистическая экспертиза, это, конечно, будет призывы искать, но мы здесь о вам авторитетно заявляем, потому что мы юристы, мы все прекрасно понимаем. Чтобы не было каких-либо сомнений, мы еще раз пересмотрели все серии Сыймыка, и мы увидели, что никакого призыва идти не было и нету. Наоборот, все надо сдать в доход государства. Вот был самое. Он Сыймык же не себе просил, он просил для народа. Отдайте это все народу. Потому что вы поймите правильно, почему мы начали государство. Почему мы начали именно с господина Джумалиева? Первый президент был Оскар Акаевич. Оскар Акаевич создал эту коррупционную систему. И эта система, она существовала в то время. И первым, кто в этой системе был, можно сказать, стоял у истоков этой системы, это именно господин Джумалиев, который во времена приватизации, когда вот эта вся прихватизация пошла, когда мы еще многие документы не стали выкидывать, но после сегодняшней студии «Кухня» Сыймыка Джапыкеева, то мы с завтрашнего дня начинаем запускать новые документы, по которым мы так показывали. Поэтому на каждое слово, сказанное Сыймыком, у нас имеется подтверждение. А теперь вопрос к господину будет Джумалиеву. Господин Джумалиев, а вы сможете обосновать то, как вы стали, будучи премьером, владельцем, к примеру, Татана? Ведь это второй по величине был завод в мире, да? Второй же это был завод в мире, который должен был делать. А вы этот завод разгромили. Потом Гоин, потом эти рынки в Кочгороде, завод ЭВМ, вот это.